Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Башкортостане на трассе взорвался автомобиль. Ремонт на Тимашевском мосту вышел на финишную прямую. В Уфу приехал паровой автомобиль, которому более века. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане перевернулась «Лада Калина». Есть пострадавший. По информации ведомства, ДТП произошло днем 21 июня в Чешминском районе на улице Новой деревни Арова. По предварительным данным, 35-летний местный житель за рулем «Лады Калина» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии пассажиры 51-летняя женщина и 37-летний уфимец с травмами доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции. Еще одно ДТП с пострадавшим произошло 20 июня на улице Перспективная. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2111 совершил наезд на столб наружного освещения. Потребовалась помощь спасателей. На место немедленно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Уфы и медицинские работники. По прибытию выяснилось, что зажатого водителя извлекла бригада скорой помощи. Спасатели оказали помощь в иммобилизации и транспортировке водителя 1974 года рождения. По словам пострадавшего, его автомобиль подрезали. Предварительно в аварии пострадали 3 человека. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В Башкирии у грузовика на трассе оторвало кабину. Страшное ЧП произошло на трассе Уфа-Белорецк. Многотонная фура в одночасье лишилась кабины. Ее выбили железные листы, которые находились в прицепе. Вечером 19 июня водители на трассе Уфа-Белорецк могли наблюдать жуткую картину. На дороге стояла фура без кабины водителя. Как рассказывают очевидцы, дальнобойщика подрезали во время движения, ему пришлось ударить по тормозам. А дальше все произошло, как в фильме «Пункт назначения». Мужчина вез в кузове тяжелые металлические листы. При торможении они ударили в стенку прицепа так, что кабину с водителем вырвало прямо на скорости на асфальт. Чудом водитель отделался легким испугом и выжил. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. Еще одно происшествие на трассе имело место в минувшую субботу. На автодороге Уфа-Оренбург произошла массовая авария, в результате которой загорелся один из автомобилей. ДТП случилось недалеко от поселка Подлесное Стерлитамакского района. Столкнулись 3 автомобиля, после чего один из них загорелся. Очевидцы кинулись на помощь, но произошел сильный взрыв. По предварительным данным, фургон Peugeot Partner был оборудован газовым баллоном. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Причины произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ДПС. В Уфе завершается строительство Тимашевского переезда. Сейчас проводятся работы на надземной части путепровода. Уже к августу над железнодорожными путями будет запущено движение транспорта. Строительство развязки началось в 2016 году. Сроки сдачи неоднократно менялись. Тем не менее, путепровод решит главную проблему автомобилистов – избавит от пробок на выезде из северной части столицы. Этот момент в некотором смысле уже можно назвать историческим. По новому Тимашевскому переезду поехали первые машины, пусть пока и рабочие. Дорожники приступили к заключительному этапу – укладки асфальта. На сегодняшний день на объекте уже произведен монтаж пролетных балок, установлены опоры, обустраиваются ливневые канализации. Впрочем, самым сложным было не это. Объект представлял техническую сложность в первую очередь с тем, что стесненность условий, постоянное наличие действующей автомобильной дороги, также большое количество сконцентрированных коммуникаций, это и линии связи, газопроводы, центральный магистральный водопровод, снабжающий весь район Черниковка. На перенос коммуникаций потратили почти половину всего бюджета. Общая стоимость проекта чуть выше 900 миллионов рублей. Помимо моста на железной дороге предусмотрено строительство подходов к улице Свободы и Бирскому тракту. Движение будет трехполосным, ожидаемый трафик порядка 20 тысяч машин. С учетом ежегодного прироста транспорта порядка 3%, значит, обеспечить пропускную способность не менее 20-25 лет. Далее, значит, в случае, если будут опять образовываться пробки и заторы, существует возможность, значит, строительства дополнительно второго путепровода. В Уфе данный проект называют грандиозным. Мост свяжет северную часть столицы с Бирским трактом и решит проблему многокилометровых заторов.
Пробки образуются из-за железнодорожного переезда, по которому едва ли не каждый час ездят поезда. После того, как путепровод ведут в строй, железнодорожный переезд законсервируют. Здесь планируют установить заграждение, а потому эта дорога станет тупиковой. Движение по ней можно будет возобновить только в чрезвычайных ситуациях. Полная сдача объекта планируется до конца текущего года. Строители работают в ускоренном темпе. Подрядчик не исключает, что Тимашевский путепровод сможет в полную силу заработать уже в октябре, как раз ко Дню Республики. У детей каникулы продолжаются, но у правил дорог каникул не бывает. Именно поэтому даже в дни летнего отдыха сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия. Минувший вторник в детской комнате «Прыг-скок» одного из городских торговых центров с учащимися пришкольного лагеря гимназии номер 91 города Уфы было проведено мероприятие «Мы за безопасность на дороге». Во время встречи инспектор ГИБДД Лейсан Исламгалиева рассказала об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге, и как их можно избежать при переходе проезжей части. Также напомнила о правильном применении световозвращающих элементов в темное время суток, езде на велосипедах и роликах. Разделившись на команды, дети собирали пазлы дорожных знаков, отгадывали загадки по ПДД, а также были участниками дорожного движения в качестве пешехода, водителя и инспектора ГИБДД. Подобные мероприятия проходят систематически и способствуют сознательному формированию у детей правил поведения в дорожной обстановке, а также помогают предостеречь от опасных ситуаций на дорогах. В Уфе прошла трехдневная выставка «Ретро-машин». Участники ралли Пекин-Париж остановились в столице Башкортостана после 20 дней путешествия по разным странам. У них за спиной остались Китай, Монголия и Казахстан. Уфимцы смогли полюбоваться на ретро-машины марок Mercedes, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Porsche, Ford, Chevrolet, Jaguar и Alfa Romeo. Также в пробеге примут участие автомобили марок Sunbeam, Alvis, Contal, Rockne и Hudson. Раритетные автомобили достигают стоимости в 1 000 000 евро. Речь идет о наиболее старых образцах, которые по-прежнему на ходу и спустя 100 лет после выпуска. Bentley, Mercedes, Rolls-Royce. Самый старый автомобиль 1910 года на паровом двигателе марки White из американского Кливленда. Скорость его достигает 70 км в час. К колонне собираются присоединиться и башкирский штурман, естественно, за баранкой гордости советского автопрома ГАЗ-24 элитной «Волги». Машина, как ни странно, ничуть не уступает западным моделям ни в скорости, ни в выносливости, но, как и все старые авто, нуждается в техобслуживании через каждые 500-700 километров. Ралли стартовало 1 июня, водители уже посетили Новокузнецк и Новосибирск. В Башкирии они проедут на озеро Банное в Уфе, оттуда отправятся в Казань, Нижний Новгород, Завидово и Санкт-Петербург. Планируется, что ралли закончится 7 июля в Париже. В пробеге участвует около 120 автомобилей и около 300 человек из 26 стран мира. Протяженность маршрута 15 тысяч километров. Совсем недавно были проведены исследования, согласно которым более старое поколение одних и тех же автомобилей вчастую проигрывает более новым по краш-тестам. И причиной тому не только прочность кузова, но и системы безопасности. Какие конкретно, мы узнаем прямо сейчас. Система безопасности развивается вместе с автомобилем. Если ремнями или подушками уже никого не удивить, то сейчас в нашу жизнь входят такие системы, которые способны предотвратить аварию даже без участия водителя. Одним из таких новшеств является система DriveWise, которая применяется в Kia. Это пакет систем безопасности, которая включает в себя систему мониторинга слепых зон. На зеркале есть небольшая пиктограммка, и когда в мертвой зоне находится автомобиль или человек, она загорается и не дает вам туда ехать. Точнее, дает понять, что там что-то есть, и предупреждает о том, что туда ехать не стоит. Кроме этого, здесь есть система контроля за полосой. То есть, если вы, например, без поворотника пытаетесь сменить полосу, а машина видит разметку, она вам этого сделать не даст. Ну, то есть даст, но через какое-то усилие. Это усилие проявляется на руле. Вот, я пытаюсь сейчас вот сменить полосу, и оп, у меня машина идет обратно. Еще есть очень важная система, действительно очень важная. Это система мониторинга усталости водителя. Когда вы непрерывно движетесь по трассе больше 100, 150, 200 километров, то есть едете на дальняк, и начинаете просто клевать носом, засыпать, из-за чего, собственно, происходит большое количество аварий именно на трассе, машина начинает вас предупреждать зумером, и появляется пиктограммка на приборной панели, давая понять, что вам стоит остановиться и просто чуть-чуть поспать. Кроме этого, в этой машине стоит интеллектуальный круиз-контроль. Когда машины перед нами нет, он ускоряется до заданной скорости.
скажем, до 80 км в час. Как только перед нами возникает автомобиль и радар ее замечает, машина сразу же начинает тормозить. Очень удобно в пробках, причем что машина может останавливаться практически до полной остановки. То есть, если вы, например, останавливаетесь перед светофором. Но не стоит увлекаться этой системой, потому что машина может возникнуть внезапно, и радар попросту может ее не успеть словить. Поэтому будьте аккуратны, а главное внимательны на дороге. Если вы хотите протестировать эти системы, то приезжайте в Kia-центр Зубова, берите на тест практически любую машину и просто наслаждайтесь поездкой и этими системами. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. А ведь «Газель» тормозила, старалась, но иногда последствий человеческой глупости избежать не получается. Тем обиднее, хотя главное, что все живы и здоровы. В погоне за наживой надо быть аккуратнее, а то поспешишь и людей насмешишь, да еще и деньги потеряешь. Мастер-класс по скоростной парковке пытался показать лихач, немного не рассчитал. Но ничего, пара автомобилей, превращенных в хлам, и он научится, если цел останется. В Уфе добрые прохожие помогли семейству уток перейти оживленную дорогу. Видео было сделано около монумента Дружбы. На кадрах видно, что двое мужчин остановили движение транспорта и сопроводили утку с утятами по проезжей части. Нужно сказать, что автовладельцы терпеливо ждали, пока птицы перейдут дорогу. Однако в конце ролика можно заметить, что утка, не дойдя до конца, начала разворачиваться. Чем же все закончилось, так и неизвестно, поскольку видео обрывается. Стоит отметить, что на данном участке улицы утки часто пытаются перейти дорогу. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа. Кирова 128/1. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!